Известному российскому адвокату Дагиру Хасауову, который, в принципе, тоже из своего опыта, как говорится, по ненаслышке знает ситуацию. В частности, вот он ездил в Таджикистан и видел, как вот иностранный гражданин и как адвокат видел вот эту правовую неразбериху, правовое вот давление, которое оказывает и которое вот действительно приводит вот такие формы давление, которое оказывается на оппозиционные, инакомыслящие деятелей, да, и она приводит, вот он на практическом, как человек со стороны, мог бы вот тоже дать какую-то свою оценку, чтобы вот более ясно было понять это. Пожалуйста. Спасибо большое. Всех приветствую. Спасибо большое за слово. Я долгие годы жил в Ашхабаде, Туркмении, застал распад СССР. Там после распада 7 лет примерно. Ситуация в Азии была мне понятна изнутри, но в последующем, переехав жить в Москву, открыв там свою адвокатуру, я начал заниматься как раз правозащитной темой. Так получилось, что я последние годы в большей степени в России, в том числе, веду процесс, связанный с защитой исламских ценностей. Ну, есть другие процессы, но, тем не менее, это наиболее сложная сфера. Сфера, когда надо защищать в судах, как противопоставлять экспертам, к такой категории экспертов, которые породили в правовом пространстве. Они оценивают религиозные взгляды на жизнь с точки зрения своей методики и начинают с помощью закона судить людей за религиозное восприятие людей. Вот этот термин радикализм, конечно, я могу говорить с точки зрения России и Таджикистана, там дальше идет экстремизм, терроризм, есть более сложные формы. Радикализм есть в России терпимый, и вообще понять, что такое радикализм, что такое, кто такие радикалы. В моем восприятии радикальные взгляды проявляет как раз таджикское руководство государства Таджикистана, та политическая власть, которая шляется. Кто пытался там что-то изменить в общественных институтах, кто ПИФТ или кто-то другие организации. В Таджикистане не было организаций, которые пытались бы что-либо изменить именно устройство государства. Изменить институты, вот разделение властей. Само государство не смогло дать, обеспечить подлинную независимость внутри страны, обеспечить разделение властей, чтобы они были законодательная власть, как принято во всем мире. И была исполнительная власть, судебная власть была бы самостоятельная. О чем мы можем говорить, если суды идут в тюрьмах? Судебные процессы в Таджикистане проводят в тюрьмах. Это хорошо, еще много веков назад там и не под землей, зинданы не кидают пока, а там такое же положение создается. Поэтому не имеют допуск защитники, нет такого правового поля, где можно было бы защищать. Конечно, радикализм, я абсолютно убежден, учитывая свои корни, я родился в Чечено-Ингушетии, мы тоже прошли там, наша республика, 2 войны и так далее. Это всегда было, исторически складывалось. Когда нарушаются права людей, идет посягательство на национальную идентичность или там религиозную, там, понятно, это навязывается, получается, политикой. Вот государство само, сама власть, как бы для них потребность есть, чтобы были радикалы. Им тогда проще бороться. Любой инакомыслящий взгляд, например, Россия, это именитая статья 282, экстремизм, под эту статью подгоняет любого. Русского националиста, нерусского националиста. Вообще любое слово, связанное с нацией или верой, становится уже криминальным. Мы имеем уже процессы, даже последний год, когда уже государство вторгается законом внутрь дома Бога, скажем так, мечеть или там какое-то место, и начинает оценивать вот это восприятие с точки зрения, то есть криминализирует религиозный взгляд на жизнь. Это вообще беспрецедентное явление, я такого нигде не читал. Поэтому я веду как раз процессы, связанные с защитой религиозных лидеров, в том числе России, в том числе Москве, к сожалению. А в Таджикистане любые попытки выйти на правовое поле, оказывая содействие таджикским адвокатам, нам там говорят: вы российский адвокат. Вы тут не лезьте, мы сами знаем. Мы говорим, да, мы процедурно не пытаемся защищать, но дайте помочь своим коллегам, и в том числе арестованным, в рамках, потому что в постсоветском пространстве очень схожие нормы уголовного права и уголовного процесса. Схожие. И, соответственно, что такое преступление? Там 4 признака: объект, субъект, объективная сторона, субъект. Все, есть причинно-следственная связь. Любой человек, кто имеет мозги, юридическое образование, тем более диплом правоведа, он может разобраться и помочь своим коллегам. Нам не дают.
изолируют, нет никакой возможности. Сказал преступник. Это как раз таки и есть все процессы, связанные членами ПИФТ, носят инквизиционный характер. Чисто инквизиционный характер. Почему? Потому что изначально на уровне следствия решен вопрос, что они преступники. Презумпция невиновности в таком понимании, как на Западе, или также в законодательстве написано, что вина человека считается, но человек невиновен, пока не доказано вступившим в законную силу приговором, там не действует. Соответственно, не действует ничего. Если есть человек, в России так что это обычно, статья для него найдется. И болью вообще стало многих после распада СССР вот эти статьи, связанные или на почве религии, или на почве связанных, вот, как они говорят, радикализации. А при этом мы знаем, вся история, в том числе Советского Союза, когда эта страна стала, именно радикалы делали этой революции, именно все считают, что именно надо быть, чтобы что-то изменить в государстве, говорят умные люди, что надо быть радикалом. Потому что если все хорошо, что менять-то? Пускай будет как есть. Вот есть он, то давайте он передаст власть сыну, сын продаст внуку и так далее. То есть мы порождаем каких-то падишахов в постсоветском пространстве. Конечно, серьезное влияние могли бы иметь туда крупные страны, которые имеют опыт, там, Великобритания, предположим, Франция, понятно, самое близкое это Россия, Москва. Но я, учитывая сам из Москвы, я вижу, что происходит там. Они практически, конечно, Россия хоть ратифицировала международные соглашения о защите прав и свобод человека, мы как-то можем ориентироваться в последующем, руководствоваться международными нормами права. В Таджикистане этого тоже нет. Вот нет практически ничего. Меняется конституция под желание руководства страны, и, соответственно, попадает вот такие термины. Человек фактически узурпировал полную власть всех ветвей власти. Сам решает, куда назначить сына. Захотел сына иметь главу города, пожалуйста, иди, руководи. Раньше это называлось семейственность, это критиковалось, хотя бы вроде бы он тоже какой-то бывший советский лидер. Этот человек не руководствуется. Мы понять, я общаюсь постоянно с таджикскими коллегами, и уехавшими, уезжают, бегут миллионы людей. В Таджикистане людей не осталось на один город там, нету. Одни горы и дворец президента, и вот его окружение. Но скоро людей там не останется. Поэтому в этой ситуации, конечно, действительно связано с Бузурбеком Yorovым. Его ситуация очень плачевна. Но что значит 29 лет применяют статью мошенничества? Прежде всего, мошенничество – это один из способов по законодательству, это хищение чего-то, чего-то. Ну, в отношении кого может адвокат сделать акт мошенничества? Точно по такой же статье сажают религиозных деятелей. Их делают религиозными экстремистами, применяют какой-то спорный, там, земля была, или ребенка не дал в школу, хоть религиозно. Все, так называемые даже, ну, исламе святые, да, которые аулия, святые люди, которых почитает народ, вокруг которого могли бы идти, наоборот, направить их в правильный путь, их всех сажают. Единственный путь – изолировать от общества. Поэтому, хоть Конституция декларирует, они все термины берут западное, демократическое, правовое. Какое правовое государство, если нет судебной власти независимой, и более того, суды в тюрьмах. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Разве может суд проводить в тюрьме? Что это? Кто они такие, что там проводят? Родственники доступ не имеют. В последующем идет ухудшение. Постоянное издевательство, насилие моральное, психологическое и физическое. Вот именно сегодня вот то, что уважаемый Кабири говорил, вот человек здесь участвует на конференции, задерживает отца, брата, это что? Но это разве не проявление элементов? Он терроризирует же их здесь, которые находятся. Власть терроризирует. Соответственно, люди, которые взяли, есть уголовный термин, держат в заложниках. Но раньше это бандиты занимались этим. Это же бандитские методы. Разве это власть может такими вещами заниматься? И при этом говорят, вот нам опыт есть, мы смотрим тоже надеждой, все смотрят на Запад, потому что куда смотреть? На Запад, ну, хотя в исламе нет Запада-Востока, но в плане человек, все-таки человек Земли, да? Но тем не менее, вот эти законы светские в большей степени приняты отсюда. Но чего придерживается в Таджикистане? Мы не знаем.
Каких законов? Какая это школа? Вообще самостоятельная? Или вот ничего нету? Никто не призывает этого лидера. Находит какие-то интересы, к сожалению, экономические интересы, политические. Может там что-то иметь, какую-то базу или близость к Афганистану. Все это в конечном итоге отражается на людях. Люди бегут. По статистике сейчас более 1 200 000 людей находится в России. Они их тоже сажают. В последующем Россия свое правовое поле, я могу сказать уже как российский адвокат, который участвует во всех процессах обвинения по участникам Хизбут Тахрир аль-Ислами или там любые другие нормы, которые законом установлены, это террористическая организация, запрещенная Россией. Все, вот эти таджики потом становятся в России членами этой партии якобы. Их сажают, нормы от 10 до 20 лет. А если ты руководишь какой-то ячейкой, пожизненное заключение. Вот это что за жизнь? Конечно, я считаю, в определенной мере сама судебно-правовая система радикализирует, работает на радикалов, на фундамент экстремизма и терроризма. Любое решение, которое принимается несправедливо, как в законе написано, не мотивировано, не обоснованно, обычный человек не может его принять как справедливое, то, соответственно, это и есть фундамент терроризма. Мы можем тогда констатировать сегодня, что власть Таджикистана работает на терроризм. В таком, да, не напрямую, косвенно, но это же не значит, что мы этого не понимаем. Вот человек сидит рядом со мной, получается, мы сидим рядом с террористом. Но вы верите, что он террорист? Чем это доказано? А никаких доказательств не надо. Как раз получается, никто не хотел менять, вот как раз, учитывая, у него не было радикальных взглядов, я много общаюсь с таджиками России, именно у Кабири не было этой партии радикальных взглядов, они оказались в тюрьмах, они оказались гонимые, потому что они ничего не требовали, никаких изменений. Их устраивало, но единственное было, чтобы народ был представлен во власти, различные взгляды. Поэтому этот термин не подходит по этому партии. Мы надеемся, конечно, европейские страны в этом представители могут в этом разобраться. К сожалению, получается так. Поэтому мне просят уже закругляться. Конечно, право это, возможно, великое достояние человечества, но когда с законами его не находит человек, да, в конце концов говорят, находятся такие религиозные люди, говорят, свобода – это вера. Вот хочешь подлинно быть свободным? Вот вера. Иди умри за веру. Он говорит, да. А что будет? А ты будешь в раю жить. Ты же в этой жизни все равно не живешь. Ну, человек говорит, ну хорошо, хоть там поживу. Вы понимаете, вот элементарно, я, конечно, утрирую, но мы же понимаем, объяснить этим людям ничего невозможно. Поэтому давайте, чтобы законы действовали, все-таки источник права, я знаю, как правовед, является адаты, обычаи, традиции, вера. Это все поглощено, мы считаем, в законе. Если вы из закона выбираете адаты, обычаи, веру, это закон не закон, он несправедливый. Соответственно, вы получите радикалов. Я думаю, это достаточно понятно. Спасибо большое за внимание.